Добрый вечер, уважаемые зрители. Мы сегодня нашу передачу «Культурная эволюция» ведем с интерактивного поля, с универсальной выставки ИИТ. Вы знаете, что в эти дни идет форум «Духовный потенциал общества в инновационном развитии Якутии». И в программе нашего форума, подготовительных мероприятиях, у нас задумана одна из первых, даже нужно сказать, что первая универсальная интерактивная выставка ИИТ. ИИТ – это якутское слово. Оно означает воспитание, оно означает зарядить, воспитать и зарядить. Но аббревиатура этого слова ИИТ звучит так: интеллектуальные, инновационные, творческие идеи, инициативы. И вот наша передача «Культурная эволюция» идет с этой интерактивной выставки. Вы знаете, что завтра, 27 сентября, на Ледовом дворце Эллей-Ботур, в день государственности нашей республики, состоится духовный сход народов. Духовный сход народов необходим сегодня, в наше сложнейшее, наше тревожное время. И народы соберутся на этом форуме и выскажут о своих замыслах, идеях. Будут внесены предложения, как же нам дальше жить в мире, в глобальном мире, в информационном пространстве этого глобального мира. И очень важно, чтобы народы нашей республики высказали и провозгласили декларацию о духовных ценностях народов Якутии. Сегодня в нашей передаче «Культурная эволюция» собрались, как всегда, молодежь, который сидит с левой стороны, а с правой стороны наши уважаемые гости. Великий китайский мыслитель Лао Цзи еще 1500 лет тому назад сказал, что в незнании незыблемого зло бессмысленного становления. То есть, когда ты не знаешь незыблемые законы мироздания, незыблемые законы общественных отношений, незыблемые законы нравственности, если ты не знаешь идеалов своего народа, то твое становление становится злом. Вот парадоксально, как он сказал. То есть становление личности становится злом, потому что личность рождается, он растет, молодой человек, он входит в эту жизнь, и он видит что-то и плохое видит, и хорошее видит, и он должен разобраться в этих постулатах. Поэтому, народная культура, народные идеалы, они вечные. Они незыблемые. Недавно на Алтае, состоялся спектакль. Он является автором этого спектакля «Восхождение на хан Алтай». Иван Анатольевич. Само содержание всего этого мероприятия, конечно, выходит далеко за пределы Республики Саха-Якутия. Я сегодня побывал во многих мероприятиях, на секциях, на круглых столах и вспомнил один эпизод, о котором сейчас сказал Андрей Исаевич. 1,5 года назад Андрей Исаевич у нас в республике поставил спектакль «Восхождение на хан Алтай», посвященный нашему великому художнику Чарос Гуркину, можно сказать, основателю нашей автономии. И вот там есть, Андрей Исаевич, такая сцена. Вот тюрьма, и вот там двор тюрьмы. Это осень, идет дождь, слякоть, там идет мокрый снег, по-моему, там, да. И там на земле разбросаны, знаете, картины Гуркина. И это и озеро горных духов, и хан Алтай, и так далее. Растоптаны, да, в грязи лежат эти картины. Лежат, и Гуркин подходит, говорит, что творится, что с этим миром сегодня происходит, что вот эти картины растоптаны. Я думаю, вот в этой сцене есть как раз это очень серьезное предупреждение, на мой взгляд, что вот что сегодня происходит с нравственностью.
сегодня вообще в нашей жизни, что происходит сегодня с нашей духовностью. Мне кажется, вот этот спектакль, он как раз, он очень как бы задает вопрос всем нам. Вот мы сегодня говорим о финансовом там, или каком, об экономическом кризисе, но сегодня же действительно вот речь идет именно о кризисе духовных вот, начал. Вот. Идет какая-то вот переоценка ценностей вот, на уровне справедливости, добра. Для якутского народа это и есть Аланхо. Так, даже была статья такая одна, которая называлась «Аланхо – это мы». Так, да. То есть все мировоззрение, философия, и культурология и так далее, и так далее. То есть Аланхо, когда мы скажем Аланхо – это мы, это значит про якутов. Да. А вот алтайской культуре что? Горловое пение, конечно же, это, я считаю, наша духовная основа сегодня Кай, нашего да. народа, алтайский кай. Кай. Конечно же, да, горловое пение и греческие сказания. У нас до сих пор еще сохранилась традиции вот, и исполнение наших героических сказаний вот, и посредством горлового пения алтайского кая. Вот я с удивлением услышал, первый раз, когда услышал алтайский кай, ну, Да, да. кай, да, хай, тогда, Кай, да. то я вдруг понял, что это космическая музыка. То есть человек, как бы находясь на Срединной земле, он выбирает звучание, как можно общаться с космосом. Так, да? И мне показалось, что это космическое звучание голоса вот, хайчи. Вы очень точно подметили, что действительно и в Кае как раз там есть именно звуки Вселенной, которые вот идет как бы вот из глубины веков. Вот в этой связи, Андрей Савич, я хочу вот о чем сказать. Но я работал в Министерстве когда культуры, министром культуры. И после этого, когда меня назначили спикером парламента, думаю, с чего же начать свою вот, законотворческую деятельность, работу свою. Я начал с того, что вот, мы разработали закон о нематериальном наследии алтайского народа, вообще народов, проживающих в нашей республике. Это как раз и как нам сохранить и алтайский народный кай, и как тянгар-кожон, обычаи наши вот народные игры, и лоин, как у вас исых, допустим, и другие даже, и народные игры, допустим, нашего старообрядчества. Для чего это нам нужно, я считаю? Потому что в эпоху глобализации именно вот закрепление или сохранение вот наших народных обычаев, песен, языка и так далее. Сегодня это вот что важно. Мы не должны быть, как говорится, ну, сегодня Иванами, не помнившими своего родства. Прекрасно. Вот что. Законотворчество необходимо, это правильно. Обязательно должны быть законы, которые, значит, во-первых, регламентируют, во-вторых, открывают, значит, широкое творчество и так далее. Вот мне интересно, вот молодой человек сидит так. Примерно как вы представляете, что это может быть? Горловое пение, я понимаю, что это такое, но кай не слышал ни разу. Ни разу не слышали, Нет. да? Хотелось бы услышать. Вот уже шаг духовности, шаг узнавания, когда у тебя есть знание о том, что, оказывается, есть кай такой, который выражает душу народа. Так. Я хочу обратиться с великим уважением, с преклонением нашему давнему, нужно сказать, старому другу, удивительному, значит, писателю, представителю, скажем так, малочисленного народа нихфов на Охотском побережье, автору сюжета знаменитого нашего спектакля «Желанный берег мой» Владимир Михайлович Сангизи сидит. Духовное единение ныне сидящих в узком кругу представителей разных народов, оно не сегодня сформировалось. Оно идет давно, много веков идет формирование духовного единения разных народов Азии, Сибири, Севера. Просто не все отдают отчета в том, что они сами являются продуктом вот этого духовного развития, многоликового, разноэтничного, но очень глубокого и очень необходимого. К
когда в молодые годы я услышал «Настур», это эпическая поэма, исполняемая великими певцами народными в течение целой ночи. Вечером садятся они, собираются слушатели, певец исполняет свою героическую песню, и где-то на заре, когда уже небо окрасилось утренней зарей, произносятся последние фразы этой песни. Я в детстве много слышал, но никак не мог схватить ни умом, ни памятью, и не мог никак пересказать в том же виде, в каком я слышал, своим друзьям, одноклассникам, когда я пошел в школу-интернат. И оказалось, что в школе выяснилось, что нивхи-то письменности не имеют. Только в школе я узнал, что мы не имеем письменности. И я задался целью создать нивский алфавит. Мне удалось это сделать. В 1979 году, 29 июня, правительство России ввело в действие нивский алфавит. И после этого стали издаваться мои сказки, рассказы. И, знаете, в 1974 году мне удалось на магнитную ленту записать вот это героическое сказание, которое я слышал в раннем детстве. К моему величайшему счастью, величайшей удаче, к тому времени, когда я уже стал взрослым, еще сохранялись такие избранники богов, которые знали эпические сказания. Оказалось, что полный текст нивского эпоса на магнитную ленту записал только я. Хотя нивские сказания, мифы изучают уже более 1,5 веков русскими, немецкими, английскими, японскими и так далее исследователями. И где-то долго я не мог издать. Искал, как, где, кто будет спонсировать. А ленты разрушались и разрушались потихонечку. И вот общение с великой духовной страной, как Саха, много раз я сюда приезжал, многолетнее общение все больше и больше меня вдохновляло. И такое уважение, почитание своего духовного наследия со стороны якутского народа являл собой пример выработать отношение у моего нивского народа, уважение к духовному наследию своего народа. К сожалению, угасал язык. Ну так вот, удалось письменность создать. И вот в этом году перевод этого эпоса, он будет издан на нивском, на русском и других Владимир языках. Вот у меня вопрос такой. А нивский эпос, как он, это поется, рассказывается, как это происходит-то? Вот в том-то и дело, хороший вопрос. Поется. Один исполняет, это целый театр. Ведь героев эпоса множество разных сил, добрых, не совсем добрых, противников. Человек идет в дальние пределы, там большие дела его двигают. И в основном все пением. Каждый герой, множество героев, каждый поет свою песню или разговаривает песней. И у каждого своя мелодия, своя интонация, Это своя идеология. Своеобразная народная опера. Так, да? Да, это чистейший воды. Ну, это как в нашем эпосе. Это удивительное. И вот как раз я, к слову сказать, много изучал эпические произведения. И бурят,
и калмыков, и карелов, и якутов. Вот. И пришел к выводу, что где-то над очень дальней от сегодняшнего дня отметки наши предки общались между собой. И общались с помощью этих великих сказаний, песен, с помощью музыки, того духовного начала, без которого нет культуры. На форуме под названием «Духовный потенциал общества инновационного развития Якутии», конечно же, в духовном потенциале народная культура, традиционные идеалы, а среди них, конечно же, эпосы народов, которые вы представляете, это, конечно, имеет самую фундаментальную духовную основу. Нивский эпос несколько тысяч строк, может быть, до десяток доходит тысяч строк, да? Якутский эпос до 40, до 50 тысяч строк доходит эпос. Вот, девушка, скажите-ка, пожалуйста, вот хоть в жизни вы одну строку от эпоса прочитали? Слово о полку Игореве, да. Слово о Игореве. полку Игореве, да. Мгм. Да, слово полку Игореве это удивительно, это, ну, эпическое это произведение, конечно, но это не является как бы в том понимании, что такое эпос. Эпос имеет совсем другой формат такой. Хотя, конечно же, многие исследователи говорят о слове полке Игоре как об эпическом, одном из первых, значит, произведений, которые на русском языке было написано. Былыргы жылым былжahıктаах быдан jellik мындаларыгар урукку жылым оксухуулаах уоргатына отойнуңөт түгер аспыт жылым аргаатыгар куоппут жылым хорготор кихи аймагым кепсетен билселигине сахаймагым саңаран жаахиелигине ичен эттеагым куодалаах уңоктаагым оюн аймактарын биттерин билеликтерине сейри окотунум сейрей тиң-тиңелеген сагаттан тениен тербен үйнен үескән сачары сабан кулгаагын сарытын тиера тарпык курдук саарбая сарадыя улатын испитебитehü ол курдук Олохта тордоргуй баттыалатар маталжибат барагай тахалаах үктел кара сер бурум төрөн ухан турбутебит. Кийинкинир кийин калланым ыллан кайдан түспетин деннер ыйт тойнон ыталабыттар үргел тойнон өһүелебиттер үс күйөк каймыылаах үс түллер өрөһүлаах. Кийинкинир кийин калламын ол курду тутар күннергер. Борон кобак букуллан юужар бороңуй караңа түйүннебиттер. Орохулан түрүт кихилебиттер. Он кураңнан түннер сүйүлебиттер. Охтор баранар мастабыттар. Орохулан түрүт кихилебиттер. Ол курдук кийинкинир кийин калламын оңорор тутар күннергер. Кубак көтөрүмүң оғын сары уран көспі күрдік үріңін дүйже көсте бербітек. Өйден жүйілен көрбітім ол же хан чаған себеретін өйден жүйілен көрбітім елің декке олары кеға саға болын көстер, қаңас декке олары ки қаққан саға болын көстер. Онны құлақан же қанлық бәлі ақтырын бай баяндар тот-тотондар. Тоғыз үрек бағығар сұрағаран, ағыз үрек бағығар атырын олар беті деймін. Өйден жүйілен көрбітім көлім оғыл тойын оғынер ден күбей қотын әмі ақсын ден бай баяндар тот-тотондар. Тоғыз И так далее, и так далее. Алан Хасуд, он спрашивает так. Когда приглашает его куда-нибудь вот как раз на такую якутскую юрту, чтобы он исполнил это великий эпос, он спрашивает. Там будут, которые будут возглас говорить «но». То есть будут такие люди, то есть понимающие люди. Если будут, то он приходит. А если не понимает, то он не приходит. В рамках форума состоялся кинофестиваль под названием «Кино Арктики». Я знаю, что более 80 фильмов были представлены на этот кинофестиваль. Значит, из них 35 были избраны для того, чтобы пройти вот конкурс по номинациям. И вот это вот показатель того, что молодежь, молодые люди не просто так, ну, скажем так, разговаривают о развитии кино или жалуются на то, что денег и так далее не хватает. Они скорее начинают работать так. Среди нас находится Мунзук Светлана Максимовна. Она является директором фонда Дерсу Узала. Так. Она дочка великого актера тувинского, так, правильно? Максима Мунзук, который играл в фильме Дерсу Узала Куросава, великого режиссера, кинорежиссера японского. И этот фильм был удостоен Оскара.
Мы на будущий год отмечаем как раз столетие Максима Гужуковича, и у нас будет фестиваль. И вот мне очень хотелось бы, чтобы наши зрители познакомились с вашим якутским кино. Вот когда, значит, шел отбор на фильм Дерсу Узала на главную роль, то, значит, Куросава, посмотрев фотографии актеров и так далее, и он, значит, среди них выбрал нашего народного артиста СССР Дмитрия Федоровича Ходулова. Да, совершенно Так, верно. ему пришло приглашение Ходулову о том, что он утверждается на роль. Утвердился или не утверждается, неизвестно, но утверждается на роль. Да. И Ходулов тогда, узнав о том, что он будет плыть по реке, где вот эпизод, когда Да. он чуть не тонет, там Дерсу Зала и так далее, у него здоровье не позволяло, он отказался. Понимаете? Таким образом, он, оказывается, отказался в пользу нашего братского народа тувинцев. И, значит, тувинский актер стал оскароносцем Максим Мунзу. Так что мы друг другу уже помогаем тогда. Да. Уже, оказывается, Ну, лет 40 тому действительно назад. так было. Да, это было, это не легенда. Что кастинг, конечно, проводился, естественно. Было много предложено артистов, в том числе Калабильды был тоже приглашен. Но, к сожалению, не к сожалению, к нашей вот радости, наверное, да, все-таки радости, что выбрали все-таки отца. Это здорово. Вот, ну просто я хотела добавить, что Максим Гужукович, он, кроме того, что один из основоположников, профессиональный артист, народный артист России и Республики Тыва, он был режиссером, он музыкант, собиратель песенного фольклора. И я вот на этом форуме еще раз убедилась, что вот основа все-таки нашей нравственности, нашей духовности, все-таки в наших корнях. Вы видели фильм Дерсу Узала? Меня зовут Марина, я, честно говоря, фильм не видела. Вы, наверное, смотрите американские блокбастеры, там, где много стреляет, много бегает. Нет, Скорее я всего, читаю так. в основном. Ну а якутское кино-то вы видели? Якутское кино, да, видела. Кюнюл Ботур мне очень понравился. Көңіл Батурдар, да. Так. Ну вы посмотрите все-таки, найдите диск с этим фильмом и посмотрите, вы удивитесь, что и в советское время, и в те времена у нас фильмы были такие, сильные такие. Получали Оскары. Обязательно посмотрю. Да, и в общем, этот фильм очень актуальный, и актуальный становится с каждым годом. И самое главное, обратите на конец, начало второй серии и на конец, потому что все там заключается в этих последней строке вот песни. Ты, орел мой сизокрылый, где летал ты, мой орел? И он там поет, хор поет, да? Я летаю в небе синем за высокою горой. То есть Куросава заставил композитора Шварца, да, поменять текст этой песни, потому что в начале второй серии эта песня поется, что ты где был-то, да, вот они встречаются, капитан, да, вот Соломин, Арсений встречается с Дерсу Зала, где ты был, там вот они встречаются, где ты был, он рассказывает, я был там. И песня на самом деле, да, в оригинале так оно и звучит. А вот Куросава, когда он уже погиб, его убили, да, Дерсу Зала. В конце идут титры, и звучит эта песня, где только одно слово поменяли. Я летаю. То есть душа Дерсу, она будет летать, и она летает до сих пор. Вот именно. И сейчас Дерсу – это воплощение вселенской души. Да. Сегодня вот в рамках кинофестиваля называется Арктика, да, кино Арктика, да. Во всех номинациях и документального фильма, и за лучшую мужскую роль, женскую роль, и за лучшую режиссуру и так далее, все были в основном молодые вот, творческие работники. Это первое. Второе, сегодня, как уже было в рамках кинофестиваля было подчеркнуто, у нас во всей огромной евразийской у нас территории России только в 3 точках сегодня создаются художественные фильмы. Это в Москве и Санкт-Петербурге и в Якутске. Понимаете, ну, так сказали, как 1,5 фильма еще, может, создается в Свердловской киностудии. Вот. Поэтому, мне кажется, все же большое будущее у Сахафильма.
Если бы только сахафильм, то столько фильмов не было бы снято. Потому что это молодежь, это активная молодежь. Как же жить-то без веры, а? Вот без веры, без веры. Вот мне недавно молодежный наш парламент, они выпустили такую как бы обращение, статью, в котором было сказано: я не верю человеку, который ничему не верит. Вот смотри, как сказано-то. И Природа человека такая. Он сначала рождается, познает мир через род, а потом через осязание. Это чувственный уровень познания. А потом, когда слышит слова, сопоставляя со своими чувствами, он в нем как бы эгоцентризм, он слова, сопоставляя со своим чувствованием, со своим «я», начинает осваивать смысл этих слов. А дальше третья ступень. Вот у хакасов в 12 лет детей отправляли к родственникам по матери Тае на год, на 3 года, чтобы он понял, что он не пуп земли, что есть общество, и что общество выше, чем эго мое. И юноша начинал осваивать социоцентризм. И вот эти этапы, они все, если для ребенка вера – это сказки, чудеса, то для уже на уровне социоцентризма это вера. А есть еще уровень 4 в 40-50 лет, когда человек понимал, что не все зависит от общества, а существуют какие-то космические силы, которые выше усилий людей. Он переходил к космоцентризму, и здесь уже религия уходила, здесь уже появлялось знание точно. И тогда вот самое главное в культуре сейчас пробел нашей современной культуры во всем мире. Мне кажется, мы потеряли смысл, что такое человек. Прежде всего, культура есть установка на то, каким должен быть идеальный человек, чего он должен стыдиться, что его должно возмущать. Сейчас мы сели на свою физиологию, мы на уровне, в общем, в общей массе на уровне детей 6-12 лет, мы эгоцентристы повальны почти что, и мы думаем только хорошо то, что хорошо моему животу. Какая вера у хакасов? Исследуя культуру хакасов традиционную, я пришел к выводу, что это тенгрианство. Тенгрианство Радлов, исследуя культуру алтайцев, тувинцев, хакасов, отмечает, что в XIX веке и в начале XX века, вот Майнагашев зафиксировал, проводились моления небу, то есть специальные обряды поклонения небесам. И вся культура, все ритуалы, все обряды, они освящены волей небес. То есть небеса, они имели доминирующее значение, и даже гость, любой гость, это есть посланник небес. Любое несчастье есть это испытание небес. И вот здесь вот проверить свое мужество, свой, скажем, дух, свою, скажем, веру небесам. Ну, даже если в XII веке нашей эры Низами в Искандернаме пишет, что как будто Александр Македонский дошел до кыргызов, хакасов, и он увидел, что они без оград, без охраны все доверяют небу, сеют и жнут нужный час, и все отдает воле небес, то Степанов, первый губернатор Красноярского края, тоже занимался исследованием быта хакасов, и он также повторяет почти слово в слово Низами, что хакасы все сеют и все вверяют в воле небес. Как вы думаете, русская культура может быть без православной веры, без православного христианства? Русская культура мыслима, нет? Ну, как я думаю,
без веры вот так нельзя. Без веры нельзя. Вот это. И все. Без веры нельзя. А православная русская культура, она не может быть без... Русская культура не может быть без православной основы. То есть это основа главная. То есть оказывается, культура любого народа не может быть без веры, без какого-то религиозного такого составляющего. Так, да? Без веры нельзя. Хорошо сказал. Вот скажите ваше слово, обращение к форуму нашему, поскольку перед форумом будет идти наша передача «Культурная эволюция». Мы сегодня собрались за круглым столом представители всех великих 5 республик Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, якуты и буряты, алтайцы, хакасы, тувинцы. Мы составляем одну большую общность народов нашего континента. Мы разошлись когда-то в давние времена с нашего золотого треугольника Алтая, Байкала, Хангая, золотой колыбели во всех направлениях, в разные концы нашей истории. Когда мы говорим о нашей духовности, мы являемся самыми, что ни на есть, корневыми народами, наследниками этих древних культур. Наша культура, она не заимствована кем-либо. И в мире мало народов, которых можно назвать народами, которые непрерывно развивают собственную духовную линию развития. Кроме там великих таких народов, как египтяне, иудеи, арабы, индийцы, китайцы, все остальные народы, они так или иначе позаимствовали друг у друга путем эстафеты религиозные и духовные традиции. А духовная традиция наших народов, она естественна. Мы стихийные или природные диалектики, поэтому мы говорим не о революциях в скачкообразном развитии, а мы говорим об эволюции. Трава каждый год вырастает заново, потому что трава неистребима. У нас есть алтайская песня, что мы живем как трава, и мы умираем как трава, то есть мы бессмертны. Или мы летим как ракета из поколения в поколение, меняя свои ступени. В этом смысле и наша душа бессмертна. И сегодня мы находимся здесь по велению духов якутской земли, по велению Дилга-Тойона, который всех нас сегодня здесь собрал у Великой Лены, и многие наши сибирские реки, Обь, Енисей, Лена, Амур, они все вот стекают в разные концы нашего континента. Барантой, да. Вот вы обязательно должны были сказать о великой реке Лене. Так, Да. да? То есть это, вот я знаю, что кто был на великой реке Лене, тот обязательно хочет вернуться еще раз поплыть по реке, там увидеть ленские столбы и так далее. От Волги, от Урала до Тихого океана Россия не могла бы так раздвинуться без участия, содействия наших народов. И если поставить когда-нибудь памятник землепроходцам, а я знаю, что в центре Якутска уже стоит памятник такой, Стоит, первый, и это должна быть скульптурная композиция с участием великого труда всех наших народов. Как говорил великий русский религиозный мыслитель, писатель Вячеслав Иванов, он говорил так: культура развивается на путях таинственной целесообразности. Как-то здорово сказано. Таинственная целесообразность такая, да? То есть как-то революция в культуре, она, наверное, происходит, но без того вот накопления духовных ценностей, духовного потенциала, без этого каждодневного труда, без труда вот наших простых вот аланхасутов, среди наших делегатов, среди наших участников множество очень людей, очень таких деликатных, людей, которые не показывают себя, они трудятся и создают вот эту эволюцию культуры. Сариеда Ус из Амгинского улуса, которая она выставила свои произведения, скажем так, да, и вот сидит она рядом со мной. Вот как вы это эпос Аланхо, так, да? Кругом эпос Аланхо. Я взяла самой большой тему Аланхо.
Раньше в школе училась, я слышала Аланкасутов, нашего Колесова, это Гаврила Колесова. Гаврила Колесова, и несколько раз слышала Аланкасуда Кюнюк Урастырова на юбу. Вот Кюнюк Поэтому Урастыров был, да. мне в детстве ихние это, Оланко, когда они исполняли, да, мне в детстве так, это вошло, и мне хотелось, чтобы наши дети, когда это будут исполнять, чтобы они, ихние герои, чтобы были, в таком, таком цветном, варианте. Миром правит, как говорил Конфуций, говорил, да, не деньги, не идеи даже, а знаки и символы. Любое, столетие, любое, поколение, народы, народности, они всегда за собой оставляли след, притом золотой след для грядущих поколений. И мы всегда должны, под этим величием большим, под символом жить, по родству, какой у тебя род, какой народ и так далее, Мы должны всегда быть зависимы сверху, от Всевышних, от светил. Дело в том, что, так просто на земле никогда ничего не бывает. Допустим, вот элементарный пример. Вот мы сидим за круглым столом, и представьте себе, я тут же могу подняться, пройтись по солнцу босиком. Кто это может? Только человеческий разум. Это символика. Это символ, небес и связи Земли. А поскольку человек сам по себе представляет аэродинамическую трубу, вот все сообщения из космоса, из других миров, проходят через нас и, уходит матушке Земле. А что делается на Земле, передается космосу. Вот первый параметр, органы обоняния, осязания, зрительные нервы, а вот наши руки, ноги, это все антенны наши. Мы ловим с космоса все сообщения. И вот под этим знаковым, понятием, что, знак Солнца, знак Земли, знак, вот растения, травы и так далее, корни наши. Не зря говорят в народе, дурной пример заразительный, хороший поразительный. Вы поражаете всю Россию, вы поражаете всю, Вселенную своим умением, терпением, своим умом, не нырнуть под что-то, а сверху дать сигнал, что есть яркие, народы на окраинах и на их сердцах, не в центре, не в Москве, не в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, так, а на их сердцах, окраин живущих людей на окраинах, далеких окраинах, держится вся Великая Россия. Культура народов нашей республики, народов нашей Якутии, она как радуга, вы правильно сказали, вот символ сказали, как радуга. И можно закончить нашу передачу такими словами. Пусть засветут всеми цветами радуги, экономика, культура, искусство и жизнь народов нашей России. До свидания.